Всем доброго дня, и вы снова на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Все самое интересное за неделю. Триатлон Дайджест к вашему вниманию. Итак, давайте по порядку. Начнем с новостей паратриатлона, который в эти дни проходил в Токио на Паралимпийских играх. Нужно сказать, что было разыграно 8 комплектов медалей. Большое количество стран-участников, рекордное количество стран-участников. И нужно сказать, что география по комплектам медалей получилась очень разношерстной. Отмечу, что сборная Соединенных Штатов Америки выиграла отдельный командный зачет по медалям в триатлоне. У сборной США 3 золота, 2 серебра. Суммарно 5 медалей в копилке. На второй позиции стали испанцы, у которых по 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзы. Ну а третьими в паратриатлоне стали представители Великобритании. У них каждой медали разного достоинства по 1. Суммарно 11 стран внесли свою лепту в копилку, набрали хотя бы 1 медаль. Так сборная Канады, Австрии по 1 медали набрали, Австралии и Японии в том числе. Нужно сказать, что дисциплины было гораздо больше, чем по сравнению с олимпиадами, паралимпиадами в предыдущие годы. И нужно сказать, что эти паралимпийские игры еще и вдобавок получились очень зрелищными, динамичными и высокая конкуренция. Так что следите за результатами. Фотографии, различные видео. Я думаю, что в ближайшем времени скоро каждая гонка появится отдельно на различных источниках, либо в социальных сетях. Поверьте, там было на что посмотреть и было за кого поболеть. Переходим к следующим новостям. Состоялся ультрамарафон. Известный, один, наверное, из самых старейших ультрамарафонов. Дистанция 145 километров с перепадом высот 9200 метров. Представьте, это больше даже, чем подняться просто на Эверест. Этот ультрамарафон прошел в Париже, точнее во Франции. В Париже будет неправильно сказано. Ультра Триал де Монблан. Высоченная, великая мануфактурная гора Монблан. Возле нее, собственно говоря, и проходил этот ультрамарафон. Было небольшое омрачение этой трассы и дистанции, потому что на 63-м километре после спуска чешский марафонист на спуске пострадал, упал. Спасательные службы очень быстро отреагировали, но при доставке его в больницу чешский бегун скончался от полученных травм. Результаты на ваших экранах. Отмечу, что представителем и победителями в мужской гонке стал норвежец Себастьян Кровинг. Он преодолел 145 километров за 18 часов 49 минут и 58 секунд. Вторым стал Бенуа Жирандель и третьим его соотечественник француз Артуа Жуэ Буйон. У женщин ситуация на гонке происходила еще драматичнее. Россиянка захватила с первых километров Екатерина Митяева, супруга известного ультрамарафониста. Достаточно быстрый старт, как она сама отметила, и в итоге случилось у нее голодание в ночной период, проблемы с желудком, после которого она начала терять скорость, ритм и темп ее начал падать. В итоге сначала ее обошла француженка, которая впоследствии и стала победительницей Манион Богарт. У нее ушло на 145 километров 23 часа 11 минут. Затем ее обошла итальянка Джудита Турини 24 часа 11 минут. Ну и самое, наверное, обидное, когда тебя вот на финишной прямой, что называется, обходят за 7 километров до финиша представительница Венгрии Эльдиго Вершимер. 24 часа 29 минут она преодолела 145 километров. В итоге Екатерина Митяева осталась 4-й, но ей достается деревянная медаль. Я думаю, что вряд ли сама это обрадовалась, но сделала, наверное, выводы и, скорее всего, на следующих ультрамарафонах, в том числе и вот на этом Ультра де Монблан, попробует себя реабилитировать в глазах, в первую очередь, самой себя и своих родных и близких. Вот такие интересные гонки проходят в горах вокруг горы Монблан. К новостям Ironman переходим. Новые ограничения по COVID-19 в Британской Колумбии заставили Ironman Канаду
отменить мероприятие, которое изначально планировалось провести 22 августа, затем его перенесли на конец сентября, но и в итоге организаторы как ни надеялись, так и не получили разрешения и не получили смягчения от правительства, от губернатора Британской Колумбии. Наоборот, оно стало еще жестче. Так, на открытом воздухе в Британской Колумбии не более 100 спортсменов. Как вы понимаете, для Ironman Канада это было несопоставимо. В итоге ситуация стала ухудшаться, и было принято решение, что гонку в этом сезоне, в этом году принято отменить. Ее в итоге перенесли на 22 августа 2022 года, но и при этом организаторы этой гонки отметили, что все слоты, приобретенные участниками, автоматически переходят на следующий сезон и с правом выкупа или возвратом денежных средств. Так что не только, повторюсь, у нас отмена стартов проходит. Вот так это выглядит по всему миру. Лаура Циммерман обогнала Рене Кайли за 7 километров до финиша на Ironman Гамбурге. Очень интересно получился Ironman в Германии. Нужно сказать, что получился он с рекордом, женским рекордом. Так, победительница, хозяйка трассы Лаура Циммерман преодолела эту дистанцию за 8 часов 54 минуты и 31 секунду. Нужно сказать, что опередила она свою конкурентку, американку Рене Кейли, на 2,5 минуты, и случилось, как я уже сказал, это все за 7 километров. Рене Кейли, которая преодолела одно из лучших водный этап, долго лидировала после велоэтапа, показав одно из лучших временем на всей дистанции, но и на марафонской дистанции она тоже смотрелась неплохо, но в концовке темп ее начал падать. А вот Лаура Циммерман нигде похвастаться хорошим временем не смогла, ни на плавание, ни на вело, но при этом у нее второй результат на марафонской дистанции. 3 часа и 5 минут у нее ушло на 42 километра, что в итоге суммарно позволило ей оказаться на верхней точке пьедестала. Что касается тройки призеров, то, как я отметил, Рене Кейли, Соединенные Штаты Америки, 8 часов 56 минут 48 секунд. Ну а третьей стала Лоурен Брэндон, еще одна представительница Соединенных Штатов Америки, которая в итоге уложилась за 9 часов и 58 секунд. Вот такой он получился Ironman в Гамбурге. Награды дебютного Кубка Коллинза разыграли в эти выходные атлеты из Европы, Америки и сборной мира. Нужно сказать, что гонка получилась очень интересной, необычный формат. Я думаю, что кто имел возможность наблюдать это все в прямом эфире, оценили по достоинству, во-первых, формат. 12 гонок, а в каждой гонке по одному представителю своего континента или сборной мира, да, в частности, за которую выступали и австралийцы, и американцы, и канадцы, и представители Европы. И нужно сказать, что получилась гонка любопытной. Так, победители этой гонки, представители сборной Европы, получили 1,5 миллиона. Распределялась сумма согласно рейтингу. Ну и из 12 гонок представители Европы в 6 оказались на верхней строчке. Соответственно, в 6 раз они побеждали. Отдам должное сборной мира, которая 4 раза поднималась на верхнюю строчку, но при этом сборная мира не сумела занять вторую позицию, они оказались всего лишь третьими. А вот, наверное, самая ровная сборная США, которая всего, может быть, 2 раза поднялась на верхнюю строчку, но при этом чаще остальных занимала именно вторые места, что позволило ей в итоге суммарно остаться именно на второй строчке. Сборная Европы набрала суммарно за 12 гонок 42,5 очка, команда США 31,5 и сборная мира 25,5 очков они набрали за 12 гонок. Отмечу, что самым быстрым на дистанции, самый быстрый, кто преодолел вот эту так называемую половинку, это был представитель сборной Европы Густав Эден. 3 часа 13 минут и 28 секунд. За победу в каждой гонке давалось 6 очков, за второе место 3 и, соответственно, за третье место давалось 1 очко. Плюс еще смотрели на разницу во времени. Если ты проиграл немного, соответственно, тебе начислялись 1,5 либо 0,5 баллов. Надеюсь, что эта гонка станет регулярной и будет проходить ежегодно. И надеюсь, количество команд и сборных на этой
на этом Кубке Коллинза по возможности, может быть, будет даже увеличиваться. И, может быть, будет география расширяться в плане того, чтобы помимо сборной Европы и сборной США, допустим, условно добавлялась сборная Океании, к примеру, наверное. Я думаю, организаторам можно было бы попробовать, да, или сборную Азии, почему бы и нет. Я думаю, на азиатском континенте хватает айронменщиков, которые способны побороться, ну, хотя бы за тройку призеров. Вот такие новости получились у нас на этой неделе. Да, новостей может быть немножко, но я надеюсь, что это затишье перед бурей. На очереди у нас сентябрь, где пройдут 2 кубка Тимир-Адам с финалом в Актау. Так что следите за новостями в наших социальных сетях, заглядывайте к нам на сайт, заглядывайте на сайт timiradam.com. Но не забывайте подписываться, ставить лайки или дизлайки, пишите свои комментарии. Всем большое спасибо, до новых встреч, болейте на здоровье!